Привет, друзья! Меня зовут Китти. Сегодня я хочу рассказать вам о велоцирапторах, дальних предках птиц, живших в меловой период. Велоцираптор был похож на огромную курицу, и мамы велоцираптора откладывали яйца. Тело велоцираптора было покрыто перьями. У этих динозавров было 4 лапы, но бегали они только на 2. Велоцираптор вооружен когтями, а 1 палец на каждой задней ноге был намного опаснее остальных. Он имел коготь в форме серпа, который выскакивал, когда он вытягивал лапу. Именно этим когтем, а не зубами, он захватывал свою жертву. Поскольку велоцираптор был не самым крупным динозавром, то и претендовал на мелкую добычу – ящериц, яйца или небольших животных. Первая находка останка велоцираптора была в 1922 году в пустыне Гоби в Асии. В Монголии была найдена одна из самых известных окаменелостей – смертоносный поединок велоцираптора и протоцератопса, когда они сцепились в борьбе. В этот момент их и застигла песчаная буря. Ученые считают, что благодаря своему уму велоцирапторы были способны собираться для охоты в группы. А вон и мои друзья, малыши-велоцирапторы, Геша и Кеша. Эй, друзья, куда вы так спешите? Привет, Китти! Мы нашли огромную кладку яиц и не можем решить, кому же она достанется. Может, стоит устроить соревнование? Это хорошая идея! Спасибо, Китти! Так, кто быстрее добежит вон до той лужи, тот и получит все яйца. Эй, так нечестно! Мы должны стартовать одновременно. Умник! А мы не договорились о старте. Не было старта? Бегу, когда хочу. Ура! Я первый, и я съем все яйца. Папа, ты съел все яйца, как же так? Эх, ребята, бы вы не тратили время на споры, то каждый из вас мог получить половину яиц. А пока вы ссоритесь, вся добыча может ускользнуть от вас. Ладно, не расстраивайтесь, просто было поделиться. Вот и яйца, я их не съел. Давайте же разделим их. Тебе, Кеша, 2 яйца, тебе, Геша, 2 яйца, а эти 2 нам с мамой. Приятного аппетита, малыши, не ссорьте. Приятного вам аппетита! И вы, ребята, не ссорьтесь, делитесь со своими братиками и сестренками. Пока-пока!